До этого последние 3-4 года Генеральная прокуратура давала свои данные по их статистике. Количество фактов пыток в стране ежегодно уменьшалось. Количество фактов пыток по стране в общем увеличивается, то есть это связано и с тем, что нас, как новый государственный орган, больше людей узнают, больше людей доверяют. В прошлом году у нас было 238 заявлений, из них 123 заявления это непосредственно по фактам пыток, и чуть больше 50 это по фактам жестокого обращения. Сравнительный анализ этого года и предыдущих лет показал, что есть тенденция снижения количества пыток. Возьмем 9 месяцев текущего года. К нам общее число заявлений достигло 147. Из них 51 заявление это касается фактов пыток. Опять же, анализ показывает и прошлых лет, и этого года, что от 80 до 90% из всех случаев пыток это приходится на работников милиции. Ну, откровенно говоря, вопрос, касающийся пыток, он остро стоял для нашей республики в течение очень длительного времени. После того, как я был избран и назначен на должность омбудсмена, я сразу обратил этот вопрос. Он показывал, что несмотря на вот это усилие международных организаций, усилия правительства, усилия самих руководителей правоохранительных органов, количество пыток не снижалось. Оно у нас скачкообразное было. Мы с аппаратом омбудсмена начали думать, как это сделать. И мы предложили один вариант, что давайте при институте омбудсмена создадим несколько мобильных групп, круглосуточных. И в эту мобильную группу будут входить, представитель омбудсмена, аппарата омбудсмена, адвокат и врач. После вот этого, как мы приступили к реализации этого проекта, на сегодня, вот в частности, к нам в институт омбудсмена, если раньше это было почти сотня, больше сотен заявлений, обращений, то за 9 месяцев мы получили всего лишь 36 обращений.